В Троицко-Печорске точно такой же мост, что установили в Карткировском районе, смог бы раз и навсегда снять проблему с направлением на Приуральский. Натиска большой воды в этом году старые конструкции просто не выдержали. Строить новую точно не получится, а вот на небольшой понтон денег хватит даже в муниципальном дорожном фонде, годовой бюджет которого доходит до 15 миллионов рублей. Троицко-Печорский район один из самых больших в Республике Коми. Это почти 42 тысячи квадратных километров и более 350 километров дорог, которые находятся в собственности муниципалитета. И сегодня мостовые сооружения, которые были построены 30 лет назад, находятся достаточно в плачевном состоянии, поэтому опыт, который сегодня нам показывает Карткирос, для нас очень актуален и, безусловно, будет востребован. А еще с такими мостами районные бюджеты существенно сэкономят на речных перевозках. В год навигация по самым скромным подсчетам съедает до 5 миллионов рублей. Но, опять же, чтобы установить мост, нужна погода. В этом году погода до такой степени нам испортила, скажем, настроение. Мы вынуждены были в течение 6 недель содержать лодочные переправы. У людей была возможность на транспорте добраться до своих населенных пунктов, потому что вода не падала. Понтоны только установили в июне месяце, где-то в середине месяца. Впрочем, понтонные мосты все же мера временная. Есть районы, где ставить их просто физически невозможно. А потому все сложности водных перевозок местные власти берут на себя. Но и здесь свои сложности. Правила стали жестче. Сегодня, к сожалению, каждый из районов наших в Республике Коми, тем, кому необходимы паромные переправы, занимается так, как умеет или так, как сумел. То есть единой системы, к сожалению, нет. Это очень, конечно, затрудняет нашу работу, потому что тема очень сложная, специфичная и много различных требований. По правилам перевозить пассажиров можно только на специально оборудованном грузовом пароме. Таких в Коми пока единицы. И сейчас на местах активно переделывают действующие баржи. Сейчас мы там раздельно перевозим пассажиров, а к следующему году, в этом году это уже не получится, уйдет тот период на подготовку проектной документации, согласование всех мероприятий, которые нужно будет провести. Потом нужно будет изыскать деньги, чтобы произвести определенную реконструкцию и следующую навигацию. Я думаю, наш второй паром будет соответствовать всем требованиям. Сегодня в Коми действует больше 20 паромных переправ. Самые масштабные перевозки в Усть-Цилимском, в Уктыльском, Печорском районах и Сыктывкаре. Максим Васильев, Виктория Палкина, Василий Янин, телеканал Юрган, Карткировский район.